На пресс-конференции представители Министерства иностранных дел Республики подробно рассказали о трудоемком процессе переговоров и подготовки к переезду наших соотечественников из оккупированной войной Сирийской Арабской Республики. Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба выразил благодарность за усилия и помощь, приложенные в организации подготовки переезда сотрудниками Центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации посольством России в Дамаске. Процесс возвращения наших соотечественников проходил под личным контролем президента Абхазии Александра Анкваб. Впервые такое большое количество репатриантов совершает переезд на историческую родину. Мы, когда начинали этот процесс, не думали о том, что какие могут быть сложности на этом процессе, объективные трудности. Это касалось и оплаты рейса, это касалось и фрахтования судна воздушного, это касалось и выдачи виз, транзитных виз российским консульством в Дамаске. Это касалось и разрешения на полет, воздушный коридор, обслуживание судна во время полета российскими службами и обслуживание судна уже в аэропорту. Касалось очень важной координации с пограничной службой на границе с Республикой Абхазия, российскими пограничниками и таможенниками. Очень важный гуманитарный процесс, и мы видим усталые, но счастливые лица наших соотечественников. Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Хиндуба выразил надежду на то, что наше общество также поможет адаптироваться соотечественникам. Очень важно, что процесс репатриации сегодня поддерживается абхазским обществом, и действительно имеет место факт объединения усилий, когда усилия государства поддерживаются, и им оказывается содействие со стороны и общественных организаций. Это очень важно и придает уверенность в том, что процесс репатриации будет эффективно развиваться. Начальник отдела Турции и Ближнего Востока Министерства иностранных дел Республики Инар Гицпа, ранее побывавший в Ливане, откуда и был организован рейс по перелету, рассказал о процессе переговоров и подготовительном этапе переезда репатриантов. Каждое утро, можно сказать, начиналось со звонка директора офиса по продажам и дистрибуции компании Middle East, когда он звонил и говорил: Инар, у нас проблема. Эта проблема решалась на самом деле очень оперативно, но возникали новые проблемы, которые мы не предвидели. Хотелось бы отметить очень важный психологический фактор, когда люди, приехавшие из захваченной конфликтом страны, в аэропорту видели представителей органов власти Республики Абхазия, они понимали, что они не брошены, что их как бы довезут до места назначения, и все вопросы, которые возникали в аэропорту уже непосредственно, они решались без их участия, то есть их этим не озадачивали. Журналистов в основном интересовали вопросы адаптации соотечественников в нашей республике. Это и трудоустройство, предоставление им жилья, расселение. По словам министра иностранных дел Вячеслава Чирикба, среди соотечественников, прибывших из Сирийской Арабской Республики, люди, обладающие разными специальностями, есть инженеры, врачи и много других специалистов. Как вот предыдущие люди, кто приехали из Сирии, они сразу же стали искать работу, и многие из них уже работают, также и здесь. Я думаю, что сейчас наступил момент, когда и государство, и особенно общественные организации могут сказать внести свою лепту в процесс их безболезненной адаптации к абхазскому обществу. Вот здесь как раз требуется уже с ними работа такая психологическая, помощь нужна, потому что необходимо их и трудоустроить, кто будет работать, и найти им жилье через какое-то время. Вот. Это все требует больших усилий и постоянных усилий. Так что я думаю, что наше общество, как и с первой волной из Сирии, так и с этой группой, проявит свою добрую волю, покажет свой истинный абхазский характер, гостеприимство, радушие, абсора, и поможет им устроиться максимально комфортно в Абхазии. На сегодняшний день более 300 репатриантов вернулось на историческую родину, а еще более 60 заявлений подано. По словам министра иностранных дел Вячеслава Чирикба, возможно, будет организован и второй такой этап перелета наших соотечественников из Сирии. Элана Какаля, Стамургошпа, Абхазское телевидение.